я поделюсь своим рецептом, который сам придумал. Я люблю делать всякие салатики. И вот один из салатов я вам сегодня продемонстрирую, исходя из принципа, что все, что приготовлено татарином, это татарская кухня. И сәлеметсіз, хөрмәтле дуслар! Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра «Ля Примавера», народный артист Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств России. Встречайте, Рустем Абязов. Рустем, здравствуйте! Добрый день! Искренне рад видеть вас в нашей программе. Рустем Абязов – дирижер, скрипач, композитор, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Родился в Казани, окончил среднюю специальную музыкальную школу при Казанской консерватории, Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по специальности скрипка, Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова по специальности композиция. Профессиональную деятельность начал в качестве солиста Татгосфилармонии. Работал директором, художественным руководителем средней специальной школы-лицея при Казанской консерватории. В 1989 году Рустем Абязов создал камерный оркестр «Ля Примавера», в кратчайший срок ставший одним из самых ярких музыкальных коллективов России. Я долго у вас не был, и вот пришел не с пустыми руками. Здесь мы отметили 25-летний юбилей. Тут есть юбилейный диск, Позвольте, буклеты. И вообще буклеты, по которым вы можете узнать, чем сегодня живет оркестр «Ля Примавера». Но об этом мы обязательно поговорим. Большое спасибо за подарки. Ну и, конечно же, самый лучший подарок для меня в честь вашего юбилея – это вкусный оригинальный рецепт. Рассказывайте. Когда меня пригласили на вашу передачу очередной раз, я вдруг с ужасом понял, что все секреты татарской кулинарии я уже выдал, которые знал. Но все равно нужно было что-то придумывать. И вот что я надумал. Несколько лет назад замечательный наш певец Идрис Газиев поделился со мной рецептом деревенского супа. Это нам подходит. Причем, да, он утверждал, что этот суп действительно готовят в татарских деревнях. И, знаете, вот очень простой, но очень вкусный. А пока он будет готовиться, я поделюсь своим рецептом, который сам придумал. Я люблю делать всякие салатики. И вот один из салатов я вам сегодня продемонстрирую, исходя из принципа, что все, что приготовлено татарином, это татарская кухня. Так, мы заранее вот приготовили здесь в чугунке что? Да, я попросил заранее все это сделать, чтобы не тратить эфирное время. Здесь вот примерно 2/3 наливается воды. В холодную воду кладется, я думаю, грамм 800-900 говяжьего мяса, мякоти и фасоли. Ну, То есть сразу в холодную воду? Да, причем это зависит от того, кто любит фасоль, кто не любит. От 500 до 700, даже 800 грамм легко помещается. Очень интересно, что это блюдо одновременно является и первым блюдом, и вторым. Универсальное? Да, значит, где-то час 15 это должно вариться. Ну, надо сразу посолить, достаточно хорошо посолить, чтобы и фасоль просолилась, и мясо, и потом еще те ингредиенты, которые мы будем добавлять, и поперчить. Вот все это сделано. Уже мы даже мясо... Мясо, да, кстати, мы остудили его уже. Да, и я вот сейчас... Но заметьте вот цвет мяса, дорогие телезрители, это вот присутствие фасоли в бульоне как раз дает такой цвет. Можно сразу нарезать не очень большими кусками и варить, да, а можно вот уже готовое мясо нарезать и вернуть в бульон. Начинаем мы с приготовления супа. Да, я думаю, что мы сейчас заделаем суп, и пока он будет довариваться, мы приготовим тот салат, который я обещал. Ну, начинаем. Я попрошу вас вот нарезать мясо. Причем нарезать надо достаточно большими кусками, ну, примерно вот так вот. Прям, да, чтобы это можно было потом. А я вот за это время нарежу картошечки. Она тоже вот заранее почищена. Замечательно. Тоже режу большими кусками. Ну, практически вот я одну картошку режу наполовину. Этого достаточно. То есть мы вот в этот суп будем класть крупно нарезанные ингредиенты. Дорогие телезрители, вы заметили, да, что Рустем на самом деле не новичок на кухне. Во-первых, да, участвовал в нашей программе, но мне кажется, у вас есть любовь, да, к кулинарии? У меня есть, да, и по праздникам я позволяю себе приготовить что-нибудь вкусненькое. Какие еще интересные блюда готовите?
Ну, как правило, это такое блюдо европейской кухни, но немножко модернизированные, скажем, мной, или придуманные. Потому что я не очень люблю по рецептам готовить. Это потому, что человек творческий. Вы что-то отстали, я уже нарезал. Я заслушался, Рустем, заслушался. Так. Тогда я еще продолжу. Тоже морковь, берем морковь и тоже режем крупно. Здесь на самом деле все очень быстро, да, делается? Быстро, конечно. Это приготовление занимает минут 10-15, но варится это около 2 часов. Наши ингредиенты готовы. Вот, да, вот смотрите, все крупно. Да. Мясо крупными кусками, картошечка крупно, морковь. И мы кладем целиком, вот скажем, луковицы. ну на такой вот, да, прям 2 луковицы. Но есть у меня вопрос, вот да, на телевидении вы пришли с этим рецептом, но дома-то пробовали, и как семья реагирует? Ой, у меня влюбилась в этот суп дочка 8-летняя и просто просит каждый день приготовить вновь. Я даже сегодня, может быть, вот приду После программы? и дома придется готовить этот суп. Итак, сначала мы закладываем мясо. Да, причем я еще хочу обратить внимание, что когда варится бульон, не нужно снимать пенки. Здесь, поскольку это фасолевый, с фасолью и бульон фасолевый, то он все равно темный и не видно. Все равно прозрачный бульон вы не получите, поэтому можно смело пенку оставлять. Ну, сейчас, пока я заканчиваю Вы как-то добавлять. очень так это бережно, трепетно, Ну, я с это дело любовью, трепетно. я с да, любовью, делается. вы же знаете. Рустем, расскажите, пожалуйста, вот чем живет наш любимый оркестр «Ля Примавера»? Вообще, конечно, очень много что происходит в нашей жизни. Совсем недавно, вот 20 марта, завершился 4-й международный фестиваль «Лярта де Лярка». В переводе на наш язык «Искусство смычка». Это очень интересный фестиваль, который мы проводим совместно с Министерством культуры Республики Татарстан. И это фестиваль, который позволяет приглашать к нам в город лучших исполнителей на струнно-смычковых инструментах. Со всего мира. Всего мира, да. И вот 4-й раз мы это проводим, и приезжают действительно большие-большие мастера. И благодаря этому фестивалю казанцы, и не только казанцы, поскольку мы делаем выездные концерты, вот в этом году впервые решили в 2 городах сразу делать, и в Нижнекамске, и в Набережных Челнах. И, скажем, вот в прошлом году на 3-м фестивале татарстанцы познакомились с легендой струнно-смычкового искусства, с индийским скрипачом Субраманием. Это был, конечно, просто фурор. В этом году приезжали потрясающие виолончелисты. Денис Шаповалов, Андрианов, это российские. И впервые приезжал солирующий контрабасист. Вот вы слышали, что контрабасист Я сейчас стоял... даже вас слушаю и уже как понимаю, как это физически вот возможно. да, ну, есть потрясающие музыканты, которые играют на контрабасах, как на скрипке. И вот один из таких, словак Ян Криговский, приезжал на фестиваль. И тоже было очень удивительно для наших слушателей, потому что никто никогда подобного не слышал. Нет, ну, Рустем, вот с нашей публикой в Казани понятно. Как в Нижнекамске, в Челнах вот народ приходит? А вы знаете, и в Челнах, и в Нижнекамске, может быть, даже лучше принимали, чем в Казани. И это при том, что мы в Челнах, скажем, рискнули повторить очень сложное такое и протяженное по времени произведение современного композитора Васкса, да, для скрипки с оркестром, который требует действительно подготовки какой-то определенной публики. И в Казани очень хорошо приняли, что меня порадовало, но в Челнах приняли еще лучше. Возвращаемся на секунду буквально к блюду. Все мы положили: лук, морковь, Все теперь надо мясо. увеличить огонь, чтобы это Максимально. все, да, чтобы это все закипело, а потом уменьшить и еще 30-40 минут ждать, ждем, пока да? все это... То есть больше Доварится. бульона мы пока не солим, не перчим. Нет, там уже все сделано. Всё есть, да? Все, суп готов. Но мы даром терять времени не будем, и после небольшой паузы приготовим тот самый салат, о котором нам рассказывал Рустем. Оставайтесь с нами. Аулаше. Мясо и фасоль положили в холодную воду, посолили, поперчили и варили 1 час 15 минут. Затем мясо достали, нарезали ломтиками и отправили обратно в бульон. Добавили картофель, морковь, репчатый лук и варили еще 40 минут. Первое наше блюдо – это аулаша, деревенский суп. Ингредиенты мы все заложили и ждем его приготовления. Ну а сейчас салат. Рустем, рассказывайте. Этот салат я как-то придумал сам, а потом его даже модернизировал
И вот сегодня вы получите уже такой модернизированный вариант моего салата. У него нет названия, кстати. Если вдруг кому-то в голову придет интересное название, я думаю, что они могут как-то вам сообщить. Да, пожалуйста, кстати, вот когда мы его приготовим, украсим, если у вас придет вдохновение, пишите нам в группу ВКонтакте и получите приз и бесплатную фотографию с Русланом Шарафутдиновым, если вы не против. Давайте так, значит, вот перчики, причем, смотрите, они разноцветные. То есть это специально? Да. Я вот вас попрошу нарезать это красивой соломкой. Соломочкой, хорошо. Да. Ну, вот все ингредиенты скажите заранее, Да. что еще вообще у нас Значит, будет? есть креветки. Можно купить чищенные креветки. Да. Можно купить Нечищенные. чищенные, отварить их и почистить. Кому как больше нравится. Кто любит негритянскую работу, покупает нечищенные. Есть мидии, которые консервированные в масле. Есть салат руккола. И практически все. Листья еще салата? будет, еще я вас попрошу, у вас где-то в заначках должен быть грецкий орех. Мы его найдем попозже, он пока не нужен. Значит, вы пока будете резать перчик, я буду нарезать вот эти мидии. Они не очень большие, поэтому достаточно, я думаю, наполовину. По половине, да? Ага. Как он это делает? Сейчас посмотрите. Каждую мидию индивидуально пополам. Но дело в том, что они в масле. Если я сейчас сюда все вывалю с маслом, да. то это будет не очень красиво. Хотя вы правы, наверное, нужно достать часть. Если вы дадите ложку, будет вообще здорово. Пожалуйста. Тем более я знал, что она вам пригодится. Все, тогда мы сейчас это просто достанем. Так, ну задание у нас есть. Желательно поменьше масла. Рустем, расскажите нам, чем еще живет Знаете, вот, ваш любимый оркестр. Совсем недавно, это был ноябрь-декабрь, мы осуществили большой проект. Мы выиграли министерский грант Министерства культуры Татарстана на осуществление этого проекта. И мне кажется, он очень интересен и по задумке, и очень был интересен нам по исполнению. Это 21 концерт для школьников сельских районов. По Татарстану. По Татарстану, да. Программа называлась «Мелодии из мобильника». Мы под таким соусом это привозили в каждую деревню, что вот вы из своих мобильников слышите какие-то мелодии классических произведений. Мы хотим вам показать, как это звучит на самом деле. И вы знаете, мы столкнулись с тем, что практически везде в зале сидели дети и взрослые, их родители, скажем, и даже педагоги, которые никогда в жизни не слышали живьем классической музыки. А некоторые, и большинство из них, даже по телевизору никогда не слышали. И вот на такую совершенно неподготовленную публику была очень интересная их реакция. И вы знаете, слушали, открыв рот. Это, кстати, один из тех моментов, когда на концертах приветствовался звук телефона. В сочетании с музыкой. Ворот. Мало того, еще были случаи, когда они вдруг начинали играть какую-нибудь мелодию. Я на это обращал внимание и раздавал призы. Я сам вел эти концерты, какие-то викторины, вопросы. И дети отвечали или не отвечали, если не знали. Мы давали какие-то призы. И этот проект, конечно, был очень интересный для нас, как исполнителей, но я надеюсь, что и для слушателей. Но мне кажется, и повторить его надо будет, нет? Я думаю, что его стоит продолжить. Повторить его, наверное, не нужно, а вот продолжить других, скажем. Мы ведь охватили далеко не все села и деревни Татарстана. Мы ездили в поездку недавно, вернулись из Швейцарии. Там в городе Виларе проходил 20-й юбилейный фестиваль музыкальный. А поскольку нас там очень хорошо знают и любят, они сказали, что вот представить себе юбилейный фестиваль без оркестра Ля Примавера не могут. И мы вот съездили очередной раз в этот замечательный горно-лыжный курорт. Правда, мы там на лыжах не катаемся. У нас сразу имейте в виду, времени нет. Времени для этого нет, да, и, честно говоря, не желания, потому что каждый день концерты. Вот на фестивале было 6 концертов, 4 из них были концерты оркестра Ля Примавера. Рустем, посмотрите, пожалуйста, у меня готово. Что мне еще делать? Вы знаете... Еще мельче могу сделать. Да, вот как-то вот хотелось бы изящнее, потом... А у нас салат деревенский, вы же сами сказали название. Нет, пожалуйста, нет, у нас суп деревенский. Я пошутил. Названия-то нет у нас, кстати. Изысканно европейский, я надеюсь. Потоньше, да, надо? Потоньше и, может быть, даже наполовину. Где-то по половине. Хорошо, я продолжу. Как, кстати, у вас с кадрами в оркестре? Сколько человек сейчас работает? 22 музыканта. Ага. Плюс мы же еще стали, за все это время мы стали самостоятельной единицей, то есть автономным муниципальным учреждением культуры. То есть у нас дали помещение свое,
мы самостоятельны. Естественно, увеличился штат, потому что появилась бухгалтерия, появились администраторы. Рустем, проверьте, пожалуйста. Мне кажется, я справился. Теперь это совсем другое дело. Спасибо. Да. Так, как мы же, теперь делаем, да, да? как же вот этот финал салата? Смотрите, ну мы берем какое-то блюдо. Лучше, конечно, положить какой-то большой лист салата. У нас здесь салат не очень большой, поэтому мы просто придумаем такой вот. Несколько. Да, несколько штук для украшения. Он даже не будет участвовать в самом салате. То есть я вот все равно понимаю, что для вас ведь еще и не только начинка салата важна, но и подача. Теперь мы в серединочку положим рукколу нашу. И, кстати, в ближайшем будущем нам понадобится соевый соус и грецкий. Те самые грецкие орехи. Так. Соевый соус приготовим. Вот орехи. Что дальше у нас? Теперь настала очередь ваших перчиков. Да? Давайте будем раскладывать их сверху. Можно и по краям, так чтобы слишком не закрывать зелень нашу. Так. Да. Рустем, а вот самостоятельность камерного оркестра «Ля Примавера» что вам дала? Ну, это очень много. Во-первых, мы переехали в новое помещение. У нас замечательная репетиционная база. Потом на грант президента республики мы купили полный комплект инструментов для оркестра. Это скрипки, 12 скрипок, 4 альта, 3 виолончели, кстати, у меня был контрабас и смычки к ним. Да? Все полностью? Да, полностью. И причем мы это старались купить. Мы связались с очень такой известной французской фирмой, и они нам подобрали инструменты французских мастеров Вот я только хотел 19 спросить, века. старый? То есть нет Именно такого, что старый. покупаешь новые инструменты? Можно купить и новые, но мы вот предпочли все-таки вариант, когда проверенные временем инструменты, и причем почему именно французские, чтобы это были одной школы, чтобы звучание тембрально было близко. И, кстати, вот дирижеры, которые работали с моим оркестром, они это сразу отметили, что нет вот такого, что какие-то инструменты там торчат, они звучат именно вот тембрально, однородно. И это очень здорово. Ну, салат у нас сегодня неоднородный, но зато я уверен, потому что я уже смотрю, очень вкусный будет. Потому что все, что здесь покорить, Дальше я мы всё очень люблю. раскладываем, креветки. Креветочки. Ну, чтобы вы не бездельничали, пока я тут раскладываю, вот орехи, пожалуйста, возьмите пакетик, положите туда вот эти орехи, и нужно растолочь. Все, задание принял. Да, поэтому это мы потом добавим. С вами-то, смотрите, не поскучаешь. Нет, главное не победить. Да, но признаю, у меня вот работа такая, я же не могу позволить, скажем, оркестрантам сидеть без дела. Ну, я думаю, вполне достаточно. Теперь вот то, что у нас получилось, мы высыпем. Следующий слой у нас орехи. Следующий слой. Ну, они как раз будут между попадать и получится. Давайте. У вас это хорошо получается. Спасибо. Рустем, поделитесь, пожалуйста, секретами, если это, конечно, секрет, на 2016 год. Что еще ожидает наших любителей классической музыки? В мире существует такой очень интересный фестиваль, как называется «Три безумных дня». Но начиналось это во Франции, руководит этим фестивалем француз Рене Мартен, и в Нанте, в городе французском. Потом это стало, значит, 3 безумных дня в Токио, в каких-то еще странах. И вот с сентября прошлого года этот фестиваль пришел в Россию. И город, который взялся этот безумный проект осуществить, это Екатеринбург, с их знаменитой Свердловской филармонией, с директором Колотурским. И вот в прошлом году у них было 3 дня, это 96 концертов за 3 дня. 96? Да, 24 тысячи зрителей. И вдруг вот полмесяца назад мне звонок, и Колотурский предлагает, вот Рене Мартен очень хочет, чтобы на этот фестиваль в Екатеринбург приехал польский камерный оркестр, еще он хочет московский, а мы вот хотим вас предложить. И с 8 по 10 мы должны за 3 дня дать 8 концертов Это на этом фестивале. рекорд Гиннесса надо будет записать. Это выступление. Желаем удачи. Желаем удачи. Кстати, что у нас сейчас с Теперь мидиями? продолжим. И это практически уже последний у нас ингредиент, который мы закладываем в этот салат. И затем, я чувствую, будет соевый соус. Да. Ну, а пока я расскажу про второй фантастический проект. Да. Весной прошлого года один из музыкантов оркестра говорит, а вот есть такие федеральные гранты для различных концертных организаций. Вы не хотите попробовать? Я узнал, что это такое, посмотрел положение.
год дается 10 грантов на всю Россию. Я подумал, ну чем мы можем федералов зацепить? Порылся немножко в интернете и обнаружил, что 125 лет со дня начала строительства Транссиба. А у меня была всегда мечта устроить гастроли по Сибири. Отобрал 14 городов, крупнейшие по Транссибирской магистрали. А что играть? Год кино. А у нас есть очень интересная программа под названием «Вечер в формате немого кино». И вот предложили, значит, музыкальные маршруты Транссиба с программой «Вечер в формате немого кино». И сработало. Вдруг мы вот в начале года узнали, что мы из 10 грантов вот один достался нам. И в сентябре, если все будет нормально, мы поедем мы должны долететь до Владивостока и дальше уже по железной дороге возвращаться в сторону Казани и дать 14 концертов. Ну, дай бог, Алла Берса, как мы любим говорить, дай бог, чтобы все получилось. Да. А мы заканчиваем салатом, добавляем соевый соус и буквально через мгновение попробуем и деревенский суп, и наш чудесный салат. Авторский салат от Рустема Абязова. Сладкий перец нарезали тонкой соломкой. На тарелку, декорированную листьями салата, выложили рукколу. Сверху разложили перец, креветки, мидии, нарезанные на половинки, посыпали толченым грецким орехом и приправили соевым соусом. При желании можно дополнить салат тертым сыром. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забывайте подписываться на наш новый канал на YouTube. Переходим. Будем пробовать, да. Я тут добавил зелени немножко и суп готов к употреблению. Суп, кстати, очень так аппетитно выглядит здесь. Да. Ну что, будем пробовать? Рискнем. Итак. Фасоль замечательно приготовилась. Абсолютно мягкая. Я думаю, что все ингредиенты тем более. Главный секрет этого блюда – это ароматный неповторимый вкус бульона. Не хочется эту порцию ставить на место, Мы с вами но, потом доедим. конечно же, нас еще ждет оригинальный салат. Вы знаете, поскольку мы сейчас не перемешиваем, перед подачей надо перемешать, я просто вам положу, а вы немножко добавите себе еще Самостоятельно, да? самостоятельно, Соевый да, соевый соус, чтобы все было. Сейчас еще руккола не попала. Но салат вот для праздника идеален просто, потому что он будет украшать ваш... А по-моему, Да. уже даже и попал соус. Да? Ну попробуйте, по вкусу. Не хватит соуса, добавите. Так, немножечко соуса. Ну, чтобы не было лишнего. Внимание, надо тщательно все перемешать. Вот хочется, чтобы креветка была на вилочке, мидия и руккола. Татарский знаете- салат из креветок и мидий. Но готов. то, что он татарский, это 100%, но то, что он достоин лучших ресторанов нашего города, это 100%. Очень вкусно. Браво! Браво! Сейчас Слышать от вас такую оценку дорого все зрители стоит. встают, кричат браво, хлопают. Рустем, большое вам спасибо за то, что вы нашли время в вашем плотном графике. Пришли, накормили, самое главное, вновь нас удивили. Спасибо. Спасибо большое. Мне, наверное, осталось сказать две вещи. Ну, во-первых, те, кто любит сыр, вот этот салат можно еще присыпать сыром пармезан тертым. И это будет не лишним. А еще я хочу пригласить всех зрителей на наши концерты, на концерты Казанского камерного оркестра «Ля Примавера». Под руководством главного дирижера Рустема Абязова. Это была программа «Секреты татарской кухни». С нами всегда вкусно и всегда весело. Спасибо, до новых встреч. Пока-пока.